حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحى والقلب يسير به فرحا حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني. اوكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху джамиан. Милости и благословения Всевышнего Аллаха желаю всем братьям и сестрам. Сегодня я предлагаю вам посмотреть небольшой, но удивительный видеоматериал. Речь пойдет о правилах жертвоприношения в исламе. Сначала мы покажем, как имя Всевышнего влияет на животных, и они становятся покорными перед процедурой жертвоприношения. А затем расскажем обо всех этапах жертвоприношения животных в исламе, произнося в этот момент лишь имя Всевышнего. Все это делается в точности, как на протяжении тысячелетий делали такие пророки, как Ибрагим, Нух, Муса, Иса и Мухаммад, да пребудет над ними всеми мир и благословение Всевышнего Аллаха. Вы увидите, как животные без воздействия специального оборудования, а лишь услышав имя Всевышнего Аллаха, усмиряются перед закалыванием. Перед тем, как приступим, хотелось бы напомнить, что все священные писания, Тора, Библия и Коран, повествуют об одном Боге. Он единственный Создатель всех творений, и лишь Он достоин поклонения. Он создал ягнят и козлят, и это дар людям, которые получают от них еду и одежду. Священные Писания призывают относиться к животным милосердно. Мы, люди, должны закалывать животных, упоминая перед этим имя Всевышнего Аллаха. Имя Всевышнего можно произносить на любом языке, и это будет иметь тот же эффект. Можно произнести имя Всевышнего на английском или арабском языках, иврите, французском или японском языках. Главное, произнося его, нужно иметь твердое убеждение в своей вере во Всевышнего, и на животных она окажет такое же влияние. Имя Всевышнего Аллаха — это поразительное слово, которое будет иметь эффект на любом языке. Они чувствуют, верит в это слово или нет тот человек, который осуществляет жертвоприношение. Если в сердце есть вера, и при этом упоминается имя Всевышнего, покорность животных гарантирована. Мы загоняем этих животных группой, не отделяя их друг от друга. Любое создание, любое творение предпочитает быть в паре. Вот почему для того, чтобы животные были спокойны, мы всегда перевозим их группой, не отделяя друг от друга. И, конечно, не оставляя ни одного животного наедине. Это очень плохо влияет на них. Их должно быть как минимум двое или больше. Сейчас мы возьмем одно животное и попробуем его усмирить. Как видите, животное полностью успокоилось. Как видите, животное полностью успокоилось. Оно готово к жертвоприношению. Оно не будет сопротивляться. Пребывает в полной расслабленности. Животное не издает каких-либо панических звуков.
Смотрите, я отпускаю его, и он встает. Успокойся, я ничего не делаю тебе. Посмотрите, у этого животного та же реакция. И все животные также реагируют на имя Всевышнего Аллаха. И чем религиознее человек, тем быстрее достигается такой эффект. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الله أكبر 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 Total submission. Посмотрите, и эти тоже полностью покорились. Они прибыли к нам из другой фермы, и более дикие, чем остальные. Они не привыкли к тому, что люди гладили их. Тем более удивительно, как легко они покорились и так смиренно лежат сейчас, пребывая в гармонии. Такое ощущение, что они в коме. Точно вам говорю. Влияние имени Всевышнего четко проявилось здесь, и мы видим пример полного смирения. Наверное, сейчас многие хотят знать, что же я говорил на арабском языке, подчинив животных и склонив их к такому полному смирению. Первое слово, которое мы говорили, и о котором упоминается в связи с жертвоприношением в священных писаниях, с именем Аллаха, милостивого, милосердного, Аллах велик. На арабском языке это звучит как «Бисмиллах, Аллаху Акбар». Я также использовал и другую молитву. Я люблю ее, любят ее и животные. Она звучит так. Она звучит очень красиво, и в ней проявляется величие имени Всевышнего. Смысл молитвы следующий. С именем Аллаха, с именем которого ничего не причинит вред ни на земле, ни на небе, ведь Он слышащий, знающий. Это и в самом деле замечательная молитва, она очень эффективна, и позднее мы еще раз покажем ее влияние на животных. Это животное мы купили на аукционе и доставили к нам на ферму. Оно весило 800 фунтов. Она постепенно набирает вес, мы кормим его, и она чувствует себя здесь очень комфортно. К данному моменту животное уже набрало 10 фунтов. Я сам вешу 890 фунтов.
И только мне удается совладать с ним. Его невозможно заставить что-то сделать, если только он сам не захочет это делать. Он делает только то, что сам хочет делать. Так что, если и это животное покорится, сила имени Всевышнего станет еще более очевидной. Это очень тяжелое животное. Кажется, как будто невозможно бросить его на землю и заставить покориться. Давайте посмотрим, как у нас получится. Allahu Akbar. Okay. Bismillah. That's it. Bismillah الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Я ставлю свой палец на ухо животного и читаю молитву. Вы видели, что только вдвоем нам удалось уложить его на землю? А посмотрите, что происходит сейчас. Он полностью покорился. Ему очень хорошо. Он спокойно дышит, нет никакой паники, он пребывает в полном смирении. Все пророки Всевышнего Аллаха, Адам, Нух, Ибрахим, Муса, Иса и Мухаммад, да пребудет над ними всеми милость Всевышнего Аллаха, принося в жертву животных ради Аллаха, совершали жертвоприношения собственноручно, без посторонней помощи. Исходя из этого, мы действуем по следующему принципу. Один человек, один нож, одно животное. Жертвоприношение в исламе проходит по принципу милосердного отношения к животным, а не по принципу доминирования над ними. У них есть выбор. Если они выбирают смирение перед именем Всевышнего, только тогда происходит жертвоприношение. Если животное не выбирает смирение, жертвоприношение не происходит, и животные отправляют обратно в загон. Правило жертвоприношения. Животных спокойно направляют к площадке для жертвоприношения и предлагают воду. Все животные закалываются по отдельности. Животные отделены перегородкой и не видят друг друга. Животное не должно видеть нож до закалывания и в процессе него. Если животное пребывает в панике, его отправляют назад в стадо. Все ножи для закалывания очень хорошо заточены. Животное кладут на правый бок в направлении Мекки. Человек, производящий закалывание, произносит вслух «Бисмиллах, Аллаху Акбар». Закалывание завершается со вторым ударом ножа.